Только по сравнению с прошлым годом интенсивность полетов в небе над Коми возросла на 7%. Для региона с развивающейся транспортной инфраструктурой рост существенный. Он прямо показывает, Коми авиация не в состоянии стагнации. Люди все чаще летают самолетами, а значит и нагрузка на тех, кто гарантирует безопасность полетов, авиадиспетчеров, возрастает. В течение суток, я думаю, уже в районе 500 и даже больше самолетов над нашей республикой конкретно. На данный момент, тем более в летний период, работа диспетчера становится очень загруженной. Практически все время работают по 2 диспетчера за одним рабочим местом. Как бы диспетчер радиолокационного управления и диспетчер процедурного контроля, который помогает ему, вводит необходимые данные в компьютер, чтобы диспетчер радиолокационного контроля спокойно мог управлять уже воздушным движением. Одновременно диспетчерам сегодня приходится вести по 20 самолетов. В прошлом году в зоне ответственности нашего центра побывало 160 тысяч воздушных судов. В аэропорту Ухты уже близится к завершению ремонт взлетно-посадочной полосы, и скоро в жемчужину севера полетят новые воздушные суда, боинги и суперджеты. Многие годы местные авиаторы были вынуждены отказывать крупным авиакомпаниям, хотя спрос при этом был велик. Готовиться к повышению нагрузки диспетчеры начинают загодя. Вот и задачи нынешнего конкурса профмастерства существенно отличаются. Сегодня будет очень сложная ситуация, она будет связана с очень таким жестким движением, очень будет много самолетов, будут полеты военной авиации, которая будет как-то мешать немножко основным полетам, ну и будет плохая погода. Назначить нужный эшелон, развести воздушное судно, где-то принять столь сложное, но важное решение, от которого зависят судьбы сотен людей на борту самолета. Все это в зоне ответственности диспетчеров. Валерия Вершинина уже 7 лет работает по этой специальности. Задача, конечно же, да, была, безусловно, сложной. Но мы сталкиваемся со всеми этими задачами, но в жизни они происходят очень редко, и они не происходят в совокупности. Все, конечно, на тренажере это в совокупности, и немножко сложно скоординировать свое внимание и на взлет-посадку, и на решение сложных задач эшелонирования. Эта работа не для всех. Здесь важны не только профессиональные навыки, но и безупречное знание английского языка, а еще здоровье. Чтобы стать диспетчером, нужно пройти серьезную медкомиссию. Но главное в этом деле – умение концентрироваться и стрессоустойчивость. Именно на развитие этих качеств в ближайшие годы намерены делать ставку СЕФ Урал-аэронавигации. Впереди столетие Коми, когда Сыктывкар станет местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. А значит, небо над нашим регионом станет более гостеприимным. Любовь Лапина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.